Друзья, всем привет! Это аэропорт города Якутска. С этого момента у нас начинается новое приключение в формате реалити-шоу показывать один очень крутейший проект, который мы запускаем в Кыргызстане. Сегодня сбывается моя мечта. Я много лет уже мечтаю поехать в страны Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстан, может быть, в Узбекистан, да? Что-нибудь Всё там впереди, еще. Все впереди. потому Не знаю, что что впереди. У нас такой проект начинается. Ребята, поэтому, чтобы не пропустить самое интересное, просто сейчас жмите паузу, ставим лайки и потом смотрим до конца. В конце будет такое, увидите, что просто вообще. Будет интересно. Вчера я защитил магистерский диплом, защитил на отлично. Диплом у меня будет красный, но получу его осенью, потому что мы улетаем на все лето. Сегодня у нас 20 июня, а когда вернемся, я даже не знаю. Когда мы вернемся? Это все зависит от того, как мы сейчас запустимся. Это здорово не загадывать вообще каких-то таких временных границ. У нас посадка пошла. Самолет, ребят, садись. Самое главное, что надо сделать в первую очередь. В первую очередь надо снять обувь. В Красноярске меня встречает мой партнер, мой друг с Китая, Сергей. О, друга! Это Игорь, Очень приятно. мой друг. Игорь, да? Это Настя. И Настя меня нарисовал, похоже, да? Настя, так. Да, вот. Летит в Сочи, потом в Грузию. Сейчас приехали в Arctic Tracks, а у нас тут готовится машина для нашего зимнего экспедиции на Чукотку. Сергея машина же здесь, две машины мы на Чукотку готовим. Когда у вас поездка планируется? У нас конец января, наверное. У нас сейчас какие тут работают? Все на 38-й переводим, да? Это вот наш хайлик, которого мы готовим на Чукотку. Будет 38-й пакет туда, большие колеса, чтобы доехать до самого края земли, восточного края нашего континента, мыс Дежнева. Также тут нашего друга машина висит, Саня Ерикова. Сань, привет. И вот цвета, цветы, Arctic Tracks. Сейчас вообще 38-й пакет. Сергей пригласил нас в китайский ресторан. Сергей, спасибо. Я первый раз такое вижу. Блюдо называется самовар. Кладем, тут уже все съели, пока снимать начали. Мясо сырое, грибы. Мясо варится, сейчас я мясо достану, ребят. Вот она мясочка, Покажи мне. баранина. И такой соус. Чем-то арахис. Мне кажется, там в составе арахис есть. Очень вкусно. И она остренькая. Я весь уже в поту, прижар от самовара. Очень вкусно. Мы сейчас трапезничаем. И салатик. Что, пельмени что ли? Нет, это шарики с морепродукты. Из рыбы, по-моему. Не, я хочу научиться, подожди. И вот тут в тарелке в соусе все замешиваешь. Мясо, грибы, рыбные продукты. Вообще класс. Горячо. Бульон как прыснул. Балдеж, я первый раз такой ем. Конечно же, пока мы в Красноярске, обязательно надо было дойти до Енисея. Великая Сибирская река. Гуляем по набережной. Ребята, я считаю, в каждом городе должна быть такая офигенная набережная, где можно после сытного обеда погулять от души, пообсудить, даже побегать. Будет приятно. Наслаждаемся. Ну давай, в инстаграме будем сейчас держать. Да. Рад увидеться. Хороший полет. Спасибо, Сергей, за гостеприимство. Очень здорово встретил, очень приятно. Если это самое, то в Кыргызстан прилетишь. Все, давай. Хорошо, когда друзья есть везде.
Сергей хоть и китаец, живет, но он в основном занимается туризмом именно в Китае. И сейчас мы с Сергеем разрабатываем несколько маршрутов именно по Якутии, по Дальнему Востоку. И даст Бог, в следующем году уже начнем возить большое количество туристов именно из Китая. Ну а мы движемся дальше. Через 20 минут будем в Бишкеке. Может, успеем сразу на рынок поедем, посмотрим, что и как. Самое главное, что долго к этому шли, думали, как все, и все это начинается. И с этого дня у нас начинается движуха. И каждую неделю будем выпускать в формате дневника, что мы делаем, что мы творим. Чтобы было вам интересно смотреть, наблюдать. Обязательно подпишитесь, поделитесь этим видосом, колокольчики. Ну, вы знаете, что делать. А нам приятного полета. Самый такой самолет совершил посадку в Бишкеке, международный аэропорт Манас. Местное время 14 часов 4 минуты. Разница времени между Красноярском и Бишкеком минус 1 час. Температура плюс 30 градусов по Цельсию. Даже удалось Просим вас поспать. оставаться в своем кресле до Сейчас включения Телекс того за нами приедет выходу и вас сразу не поедем на рынок. Пожалуйста, будьте осторожны, открывая Будем багажную смотреть полку. машинки. Неужели добрались? Такси, парень? Эмоции переполняют, но от усталости, наверное, их сложно выражать. Но мы наконец добрались до солнечного Кыргызстана. Родина Мирлана. Прилетает на данный момент, есть маленькое неудобство, да, все, которые гости. Еще тут реконструкция идет аэропорта Манас. Увеличивается сейчас территория, парковки делаются, поэтому сейчас немножко осложнено. Машины далеко останавливаются. Наш встречающий тоже там где-то застрял в пробочке. Там в теньке подождем, а то уже солнце жарит, чувствуется. Это 30-ка есть. Надо снимать кофту. Жара такая. В самолете кондиционер, все прохладненько. А мы завтра уезжаем. Машина. Нет, здесь остал, брат. Нельзя, как на крузаке. Ну, по Казахстану нормально сейчас спишь. Дорога вообще чудо. Не, дорога чудо там. Встретили подписчика Мирлана. Приятно как-то. Снова в Уренгое человек, оказывается, на крузаке приехал путешествовать по Казахстану, по Кыргызстану. Это значит, что еще одного человека, как минимум, мы вдохновили на автопутешествие, чтобы как бы, и это уже хорошо. Значит, не зря мы чего-то делаем, двигаемся как-то. А впереди нас еще больше движения ждет, еще больше будем стараться делать, чтобы много людей путешествовало именно автопутешествием. Қаяқтасың мен келіп қалдым уже Турам аэропортта. Айттым ғой, кішкене кешігіп барамын деп қалды. Үшке келе біледің әлі ғой? Үшті бүттік та біз барқылам. Янтасына. Қайқа келіп қаласың жарым саатта? Жарым саатта сақайып тұра беремін мен ешіне. Уже жарым саат болды тұрғанымызға. Здорово. Спасибо. За бортом 33 градуса, плюс жара очень ощущается нормально, да, вот на улице сейчас пока ждали телека, помните, в прошлом году с нами в Кельцу ездил, с Эдуардом, с Машей, он опоздал сегодня, конечно, нас встречать, говорит на полчаса, по моим часам час 15 минут, истинный кыргыз, у кыргызов принято опаздывать на все события, на то и 2 часа опоздать, если ты вовремя пришел, значит ты не кыргыз, да? Я согласен, подтверждаю. А тебе тоже кыргыз? Да, ты сейчас... Не, мы с тобой по-русски будем работать. Давай прекращать сразу окиргизываться. Это авторынок. Кудайберген самый большой авторынок по всей Средней Азии. Тут все виды машин есть. Спецтехника. Новые, старые. Основной, который наше внимание в машинах, это Forerunner Toyota. Предназначенный для американского рынка. В России их вообще крайне мало. Ну, а зато в Кыргызстане сейчас их очень популярно, потому что они по горам, по горным местностям
очень хорошо ездит. Немножко сейчас пасмурненько, и ветер собирается, а ветер тут с полей пыль поднимает, поэтому под навесом которые машины вот так от пыли закрывают. Здесь под навесом обычно премиальные машины. Вот стоит моя мечта, это Ram TRX. Самый мощный, самый быстрый, самый заряженный пикап на свете. Круче него только новый Ford Raptor Shelby. Тут где-то, по-моему, 700 лошадей. 125 тысяч долларов. 12 миллионов. Вот эти машины, которые я хочу, комплектация TRD, 4Runner, для них очень много тюнинга. И подготовить такую машину под 33 колеса, эксклюзивный багажник, палатка на крышу, маркиза, душ, полевой, моли-панели с запасными канистрами. Грубо говоря, идея какая? Вы, человек, хотите путешествовать по Кыргызстану, не только по Кыргызстану, по всей Средней Азии, берете свой рюкзак со своими личными вещами, приезжаете, вас в порту встречает готовая машина. Тут будет внутри кухня, холодильник, посуда, кемперское оборудование, готовая машина. Вы просто садитесь, едете в горы, навигатор будет набито все точки, которые самые популярные и непопулярные, все. Вы просто едете, кайфуете и получаете от жизни все удовольствия. Путешественнической, экспедиционной. 7-местный дар, по-моему, вообще раз пошли. Это у нас национальный напиток, национальный бренд Шоро. Это чалоп. Ну, короче, кисломолочный такой напиток. Жару очень хорошо утоляет жажду. Я же люблю молочку. Я себе взял смесь Максима и чалап. Так тоже можно. Дай попробовать. Так, на тебя. Это Максим, да? Короче, это отруби из этого, из... Как это называется-то? Не пшеница, а кукурузные и еще это солод, по-моему. Необычный вкус. Прям отруби чувствуется. Граница города и следующей деревни чувствовалась. Сейчас это все это воедино слилось. Года 2 назад, только, по-моему, 3 назад вот эту дорогу увеличили, сделали, вот так посередине разбили. Теперь тут 6-полоска. А была просто двухполосная дорога. Ну, один туда, один сюда. У меня мама не знает, что я пролетел. Ну, скорее всего догадывается, но не знает. Сейчас у них встреча родственников. Мама туда придет и мы зайдем с сюрпризиком. Здравствуйте. Здравствуйте. По твоему сторису я узнала, что вы летите в Краснодар. По твоему По моим, да, узнали? Да. Мама на вас, оказывается, Да? подписана. А я не знал. Сдал всех, получается. Простите, простите. Здравствуйте, да, сейчас я это... Болду, да. Апан o neydi o sıra? Апан boşta öyle değil. Конечно же, по традиции у нас на столе плов. Шакарап. Салат шакарап. Вот говорят, что он с пловом очень хорошо сочетается. Bunu biz çakırdık hele gelmeye koydular. Azıcık bir zont ettiler sırası geldi. Kim var? Tilek var, Urmat var, Kızık var da kim var? Это камера, а что делаете? Снимать видео. Камера. Погодка, конечно же, жаркая. Доброе утро. Как спалось? Отлично, супер. Если я дома проснуться, это очень большое счастье. Сейчас будем делать завтрак по-кыргызски. Плов, мясо, это конина. Тут еще баранина есть. Салам алейкум, это мой старший брат. Старший брат, да? О. Приветствую. Завтракаем. Одна порция готова. Это для Игоря спецпорция.
Маленькая. Я не объемся с 30-е. Я думал, кашу Это там поесть. маленькая. Яишенку маленькая, да? Ты кашу хочешь? Не, шучу, нормально. Ну это кыргызская каша, с утра плов кушать. Ну, Потом водичкой запьешь. как рисовая, да? Первое, что я съел сейчас, это кыргызская харта. То же самое, что якутская харта, только не жеребенка, а с взрослого коня. Не знаю, пол? Кабло. Кобыла. Вкус? Салам алейкум. Примерно такой же. Вкусный, как я люблю. Да. Так что Якутия всегда с нами. Приятного аппетита. Спасибо. Плов очень вкусный. Вчера мы его кушали. Немножко необычно приготовлен. Как будто бы диетический. Не сильно зажаренный, но вкус все равно очень хороший. Я вчера ел, не мог остановиться. Лучше вот это домашняя, очень вкусная хрень. Прямо отсюда можно, да, это площадь? Мой первый завтрак в Кыргызстане. Такой вкусный и насыщенный. Мындай кылабыз да, азыр менин барып сүйлөшүп неме кыла берем, кече азыр болсо Тилек дагы айтып атат, ошондон да вариант кыла бер депчи. Машины пока нету, двигаемся на такси. Заметка для всех, которые хотят в Бишкек приехать. В Бишкек очень охеренно работает Яндекс. Так что пользуемся Яндексом и никаких проблем у вас не будет. А куда вообще приехали, Мирон? Менять мои кыргызские права, потому что в 2014 году выдан, она бессрочная, и сейчас в Кыргызстане закон вышел, чтобы эти бессрочные права поменяли на новый образец. И также паспорт тоже надо поменять на новый образец. Поэтому тут это ЦОН, это тот же наш МФЦ, как в России. Сейчас заполним заявочки, подадим заявочки и все, и двигаем дальше по делам. Я вообще Мирлана движух не понимаю, за ним просто следую. Да движухи-то вообще не понимаю. Он, Игорь, такси уже приехало, выходи. А я еще в трусах хожу. Давай там собираться. Короче, он меня в тонусе держит. Этот маленький твой рюкзак, как у беременяшек, блин, боевой сделать и все, чтобы когда просто прозвучало паш, поехали, ты рюкзак взял и все. Ну да. По идее, так вот я Потому что сейчас в планирую. ближайший месяц мы только так и будем двигаться. Потому что я тоже сам не знаю иногда. Сейчас мне скажут, позвонят, все, подлетай. А в Кыргызстане есть суперсрочное, за 3 часа можно сделать паспорт себе. Обычный срок там 2 недели, потом за 10 дней можно, за неделю, за 6 дней можно себе выбрать. Ну, я выбрал 2 дня. Стоимость двухдневного 5485 сомов. И все по QR-коду оплачиваешь, все это легально, деньги уходят в государство. Реально можно так сделать. Это, во-первых, удобно было бы многим слоям общества, да? Вот чеки, все легально, все происходит. Даже за 3 часа. Это очень удобно же просто. Все документы здесь МФЦ есть в электронном виде. Тебя тык-тык-тык нашли, подали, дни указали и все. Очень просто. Так, друзья, мы приехали за машиной, смотреть машину. Вот у нас Forerunner в ТРД комплектации, ТРД Offroad. Комплектация то, что нам нужно. Сейчас посмотрим, что, как, и будем думать. Канчолган келген это? Где-то его колдого дейм, брат. Оформленный номер десен. О, мен өзім атпаймын. Где-то 40 минут переговоров, машина осмотрел, машина все мне нравится, машина легкий Carfax. Самое главное, мы договорились в рассрочку, мне сейчас немножко не хватало, поэтому дело сдвинулось. Завтра до обеда я деньги перевозю, завтра в обед мы машину забираем и уже начинаем двигаться в сторону того, какая машина должна быть. А машина должна быть примерно такая. Это одноклассник мой. На той неделе приехал на своей машине с Екатеринбурга со всей своей семьей. Сейчас мы должны были ехать где-то в бильярд играть. У него пацан, что, ногу? Руку сломал. Руку сломал. Сейчас он нас составляет, поэтому он нас ждет. Да ладно. Давай, с той стороны. Вот что как. Поэтому
Поэтому все случайности не случайности. Игоря. Обалдеть. Конечно. Приветствую, Игорь. Очень приятно. Самат. Мирлан собирает одноклассников сегодня, да? Встреча. Сейчас просто решили с ребятами чуть шарик покатать, вспомнить наши молодости. Мы в детстве, в студенческие годы всегда бильярд играли. Сегодня у нас день бильярда. Давай, Игорь, твой очередь. Так, короче, у нас тут тяжелейший удар. Это повышает уровень ответственности. Игорь бьет в центр. Тяжелейший удар. Шарик на борту лежит. Ай-я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 й. Да, тут сидим возле обменок, у каждого курс разный. Сейчас высчитываем, нам нужно сделать рубли на доллары поменять. Тут двойная конвертация, сейчас вот сидим, считаем. После едем машину забирать. У нас получается лям 200, теперь лям 200 переводим на доллары. Ясно. Доллара нет уже во второй. Да? Что говорят? Долларов нет. Тоже нету? Ага. Оказывается, квест даже в этом процессе у нас. Я удивлен, что здесь в центре столько много обменников. Здесь целый ряд прям. Ходим пока туда-сюда, высчитываем, просчитываем. Разница при таких суммах существенная получается. На любой рынок приедешь, тоже такое же количество обменников. Иной раз бывает, что курс на обменниках лучше, чем на банковский курс. Кстати, доллары очень невкусно пахнут. Самые вкусные деньги это сома почему-то. И казахские деньги еще очень вкусно пахнут. Теперь надо поблагодарить братика за то, что оперативника деньги нашлись в городе. Олег, брат, салам алейкум, рахмат, Арсенал, помощник. Мы за машину уже сразу едем сейчас? Да. Уже? Мы чуть-чуть рассрочкой берем. У нас 15-дневная рассрочка. Вот машина Форан РТРД, хозяин. И говорит, самая лучшая машина в Бишкеке. Нашел. Японец, американская сборка. Комплектация ТРД. Карфаксы легкие, переднее крыло только. И по технически, по кузову, по салону все идеально. По ходовой. Короче, машина абсолютно без вложений. Можно ездить куда угодно. Хоть горы, хоть трасса, хоть по городу. На любой этот езду готов, короче. По ВИН-коду просто техпаспорт. Да, государственный GTB. 4-литровый мотор, стеклообразная шестерка. Идет видеофиксация сделки. Ребята, первого раннера мы забираем. В этом году их у нас будет 5. Это первый. И пока будем его тюнинговать, делать. И еще остальные 4, наверное, договоримся, найдем. У нас будет 5 машин. Вы просто прилетаете на рюкзаке, садитесь в машину и в горы, горы, горы. Красивейшие горы Кыргызстана. Все будет в машине, все удобство. Двигаемся. Машина на кыргызских номерах. Полностью здесь просто можно оформлено. Номер будет красивый, да? Восьмерки. Арт — это искусство. Да. Наша тема. Я, наверное, Прикольно вообще. 4-й. Дата моего рождения. Это точно фартовая машина. очень бодро едет машина.
Наконец-то. Я вчера на самом деле не радовался так, потому что еще до конца дело не доведено. У меня нет такой, стараюсь уже говорить «Воу!», когда уже все будет готово. По идее, у нас почти все готово, да? Еще тоже. Ну, у нас дело с мертвой точки самое главное двинулось. Сейчас мы едем в рекламную кампанию, которая занимается бордами, билбордами, вот такими наклейками. Нам самое главное, чтобы виниловая обклейка машины под наш бренд. В городе увидите красные машины. Это наш атмосферный двигатель, шестигоршковый, чистый атмосферник, очень приземистый, на низах хорошо работает. Еще немаловажный фактор, что машина на парт-тайме. То есть вы можете ехать везде на заднем приводе. И потом просто раздатка механическая, через механическую раздатку вы блокируете на раздатке, и у вас машина превращается в полноприводную. Очень хороший понижающий ряд. Тут в Америке есть такое движение, которое по горам, по камням, на самом тихоходе, оно такое лазить по горам, вот ездить. И вот эта машина специально вот как бы заточена под этого. Плюс к этому еще задняя блокировка есть. И вот это всего дает очень большие преимущества этой машины в Кыргызстане, когда ты едешь свыше 3000. С ребятами по оклейке машин сейчас поговорили, посоветовал лучше сначала хорошей пленкой обклеить машину все в один цвет и дальше уже решать вопросы по нанесению всех рисунков. Olsun, жақсы күндерді, жақсы тойларды, жақсылықтарда мінгіле. Жақсы күндерді, жақсылықтарда, жақсылықты дөйттігін қолдап, Құдайым өзі қолдап, алтыным алдыда бұл тұрған ішің алдыға жылып, елдің чоң чоқысына жеткен сол мақсақалды, бай, ден сол чын ішің елді осыларды. Майлы сүтті olsun. Мама благословила. Все на хорошие слова сказано. Теперь только вперед работать. Ну как вам? Комфортно? Комфортно, очень даже красиво. Да? Да. В честь покупки машины я сегодня собрал друзей, покушаем плов, посидим, поболтаем, о чем все. Многими еще год не виделся. Ассаламу алейкум. Здорово. Постоянно суд праздновал, да? Очень вкусный плов.